Арбаңыздар, туғандар, видеоның башында сразу айтып кетейін, бүгін 10 август, а бұл видео болса 9 август күні, кеше күні мен соңғы заказымды бүтіріп атқанда келген. Примерно бір келгенде болған оқия, примерно бір 4-5 минута қалған, пассажирканы жеткіргеніме қошол, учурда гаишниктер тосып, оқияның бардығы болды. Поэтому, друзья, видеоның башында 45 секунд уақытыңыздарды алып қойын, видеоны көрсеңіздер көріп уақытыңыздар кетеді. Так вот, ушул Таман таксопаркын сіздерге сунуштап кетейин. Бұл парктың комиссиясы 2,5%, ақшаңыздар 24/7-ге моментально ешқандай шектеусіз шешіп алсаңыздар болады. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Жаңыдан чыгып аткандар үчүн 2 саатка жардам берилет. City Mobile менен Яндекс.Го алып беришет. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбахка чейин алып беришет. Тариф, курьер, пеший курьер, доставка, экспресс, грузовой алар деле бар кошуп беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким Кежи YouTube каналынанмын, Гүлжигиттермен деп кошула бересиздер, анан акчаны иштей бересиздер. Барыңыздарга ийгилик, баштайлы. Окуянын башталышына бир нече секунддар. Вы присягнут? Здравствуйте. Блокируйте, пожалуйста. Здравствуйте. Двери разблокировал, да. Водительская. Двери. Потому что я пыталась ее открыть. Они открыли или вы сами? Нет, я пыталась ее открыть, она не открылась. Зачем мне паспорт понюхали? Ваш паспорт понюхали? Да, реально понюхал паспорт, говорит, у вас ничего с собой запрещенного нет. Я понюхал паспорт. Не знаю, у меня впервые то, что они пассажиры проверяют либо же документы, либо же что-то еще. Они всегда вот через вот это окошко. Я могу сказать, я сама за рулем 15 лет. Меня за всю жизнь, лично, когда я за рулем, остановили только один раз за 15 лет. Я почти каждый день вожу. И у вас первый. При этом раз 10 меня остановили, когда я пассажир, и меня все время проверяют. А когда я за рулем, меня за 15 лет остановили только один раз. У меня обычно и причем всегда... все время задают один и тот же вопрос. Вот сейчас дальше пошли, я у вас поэтому спрашиваю, может быть, это нормы, они так с всех пассажиров, он паспорт понюхал, он его раскрыл, вот так сделал. Ирина Викторовна, ничего запрещенного нет с собой. Почему он так сделал? Я не знаю, я спросил дальше у Ирины, ничего, я на него не Вот сейчас я слышал, что рейды идут, но вот именно первый раз я вот смотрю, они вот уже через стекла стучат на пассажиры, двери разблокируют. Причем пошел. И к вам, они даже в первую очередь, мне кажется, ко мне пошли. Да, к вам. То ли у них какая-то наводка и рейды, и они пассажиры. Да, у них рейд и, скорее всего, наводка. Но у меня обычно вот через вот они это... реально, потому что вы заметили, у них был интерес не к вам, у них был интерес первый ко мне. Да. Они в первую очередь пошли к нему. Какой-то рейд, мне кажется. Ну и странно, я первый раз такое вижу, и сама за рулем. А вообще... Что нюхают паспорт, он реально его понюхал, он прям вот взял и страницы понюхал. И задает вопрос, Ирина Викторовна, ничего запрещенного нет? А вообще, это в нормах закона, то, что у пассажира спрашивают документы? Вообще-то, между прочим, нет. Не имеют права, да, не спрашивать? Надо вот реально в школах всем детям вводить юриспруденцию. Мы
спорить на этот счет. Ну, я... Хотя, с другой стороны, недавно я с кем-то беседовала, с каким-то юристом, и мне сказали, что не знаю, не могу ответить в этот вопрос. Ну, вот это, то, что вы сказали, это да, надо... Из-за того, что мы не знаем наших прав, мы иногда неправильно беседуем, иногда их можно ставить на место. Да, вот я поэтому и просто молчу и поддакиваю, а так можно Потому что я не знаю, на самом деле, имел право он сделать то, что он сделал или нет. Скорее всего, у них должен был интерес к водителю, и не к пассажиру, и не к... Но, смотрите, ему неинтересно, если бы у него был интерес к водителю, был бы рейд по тому, как правильно перевозит водитель такси, то он прицепился, ему было бы интересно, пристегнутый или нет. У них какая-то другая разнарядка. У них есть конкретная ЦУ и разнарядка. Подъезд у вас вот этот? Они что-то ищут, потому что ему неинтересно был ни ремень, ничего. Ага. Скорее всего, да. Ну, спасибо вас. Угу. Всего доброго вам. До свидания. А я документики свои поправлю. Дверь заблокирую. Что-то мне стрёмновато, ребят. Что-то мне стрёмновато, ребят, стало. Прикиньте, мне реально стрёмновато стало. Выхожу я с линии, включаю домой, права свои заталкиваю в свой кошелек. Так, 17 минут, 16 километров. Смотрите, ребят, мы побеседовали. То есть как побеседовали? Көрдіңіздер туғандар. Мына ушундай туғандар, роликте көрдүңүздөр, гаитстер тосту, пассажирга кызыгуусу чересчур көбүрөөк болду. Чем мага караганда менин документтеримди карап эле текшерип натыйжа берип койду, а тигинин паспортун карап, ал жак бери жак кылып жыттап, ничего запрещенного с собой не имеете, аты жөнүн айтып, короче, кызыгуу көбүнчө пассажирга болот. Поэтому я, скорее всего, думаю, пассажирка айткандай эле буларда же реальный бир наводкасы бар, же реальный бир рейд болуп атат пассажирга, адамгачы. Вот поэтому 3-4 күндөн бери мен уже байкап атам, Москва шаарында, областарга кирген чыккан жерлерде, же болбосо Москва шаарынын ичинде деле гаитстер, ДПСтиктер көп жерде туруп калышты. Бирден, экиден, үчтөн машиналар менен рейд болуп атат дегеним бул чын экен. 100% мен удостовериться эттим. 2-3 күндөн бери мен тосуп атышат, действительно тосуп атышат, документ текшерип коюп атышат. Но могул случай биринчи жолу болду. Мен за всю карьеру, мен таксиде иштеп атканым карьерам боюнча биринчи жолу ушундай болуп атат. Сразу эле арттагы жезл менен пассажирканын айнегин тыкылдатып, это что? Это уже типа наглёж катары эле го дейм. Поэтому сиздерге айтып кетейин, өзүңүздөр сак болуңуздар, документтерди четко ясно караңыздар. Там путевой лист, страховка, там лицензия, диагностическая карта, ошолордун бардыгы просрок болбош керек, бардыгынын даталары четко болуш керек. Путевой листтин сааттарын караңыздар, өткөрүү үйбеңиздер өзүңүздөргө шак болуп, там ашыкча кагаздарды, там бардачок, мартошок башка жерлерде сактабаңыздар. Арттагы огнетушитель, аптечка, короче, бүт нерселерди растап жүрүңүздөр. Ошол бул видеороликти болсо ушул жерден бүтүрөм. Жаккан болсо класстан басып и плюс өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди комментарийден калтырып кетсеңиздер болот. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошом мен сиздер менен. Каналга катал элек тугандар катталып кетиңиздер. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.